вообще, я так понимаю, вы не очень часто готовите, нет? Если... Я? Нет. Нет? Почему? Я танцевать люблю. Отлично. Вот. Это же прекрасно. Мы, люди взрослые уже, практикуем вечера проводить. Вот так у нас в вокальном коллективе художественный Пробуем. руководитель любит танцевать. Да. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Kubele, 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 güller titremeye, kubele, güller titremeye, kuldanıyla sonranda kubele, kubele, masum kışırsan dolaşım jırlap ciberemeye. Kubele, 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 güller güne bulaşıyasa, kubele, güller güne bulaşıyasa, kıyıdan ölümsün adakta kubele, kubele, masum kışırsan dolaşım silmin kundlim kıyyaşım. Всем кадерлі достар. Здравствуйте, уважаемые друзья. Это секреты татарской кухни. И сегодня у нас в гостях прекрасный вокальный квинтет «Авеню». И я с удовольствием хочу пригласить сюда к нам художественного руководителя Гульнару Марданову. Здравствуйте. Здравствуйте. Как Сенсис. дела? Как настроение у вас? Замечательно. Мы вам дарим горшочки на вашу кухню замечательную. Их 6 штучек, Так. как и нас в коллективе. Свой руководитель. Спасибо огромное, спасибо. Какая красота А какая. готовить мы будем Спасибо. в одном большом. Слушайте, ну вас так много, вы все такие классные вообще. Мы в таком составе еще ни разу не готовили на нашей кухне. Ну, я думаю, что мы готовить будем в трио. А ребята что, все уйдут от нас? Я думаю, что они нас будут духовно поддерживать. Вокальный квинтет «Авеню», художественный руководитель Гульнара Марданова. Коллектив был образован в ноябре 2000 года студентами Казанского государственного университета имени Ульянова Ленина. Официальной датой рождения считается 4 декабря, когда состоялся первый выход на сцену КСК КГУ «Уникс». Квинтет «Авеню» является многократным лауреатом различных конкурсов и фестивалей, обладателем гран-при открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йылдызлы» и лауреат первой степени Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В настоящее время коллектив базируется в ДК имени Ленина и готовит концертную программу к своему 20-летнему юбилею. Ну что, дорогие друзья, вот мы остались в таком вот сокращенном коллективе, формате. Нас в итоге трое теперь. Вместе с нами сегодня Гульнара Марданова и Павел Логинов. Вот и я, Руслан Сабиров. Друзья, ну что будем готовить? Рассказывайте, пожалуйста. Мы решили, что сегодня приготовим жаркую Казань, Кыздырма, Мгм. как правильно, да? Ну да, Кыздырма на татарском. Название нашего любимого города. Отлично. По старым прям традициям татарских блюд. Мы перелистали очень много книг, Так. татарские народные блюда, и вот как-то остановились именно на этом замечательном блюде. Давайте так, командуйте. Вот, я как бы хозяин на этой кухне, да, но я обычно всем помогаю, просто командуют нас гости. Поэтому скажите, как я могу вам помочь, чем я могу не испортить наше блюдо сегодня? Значит, мы сейчас берем мясо. Я вот как художественный руководитель вокального квинтета «Авеню». Да, я немножко перепутала, поэтому досками меняемся. Так. Поручаю вам нарезать кубиками мясо, не очень мелкими, чтобы они, ну... Смотри, а вы тоже будете мясо резать? Или Да. нет? Да? Тогда Да. я буду повторять за вами просто. А Паша у нас будет нарезать картошку. Паш, ну ты справишься? Конечно. Все. Вы говорите, Да. что перелопатили очень много книг в поисках этого рецепта, да? Нет, рецепт этот был во всех книгах татарской кулинарии, на самом Ага. деле, но просто как-то вот по-разному называют. То есть готовят часто, у меня папа очень часто готовил именно это блюдо. Так. Но я никогда не думала, что он называется именно жаркое Казань. А вообще, я так понимаю, вы не очень часто готовите, нет? Если... Я? Нет. Нет? Почему? Я танцевать люблю. Отлично. Вот. Это же прекрасно. Да, ну. Мы, люди взрослые уже, практикуем вечера проводить
Вот так у нас в вокальном коллективе художественный Пробуем. руководитель любит танцевать. Да, А татарскую кухню любите, нет? Ну, готовите, едите? Или только когда мы вас приглашаем на передачу? есть мы едим. Мы очень нравятся треугольники. Так. Особенно в последнее время модные такие треугольники бездрожжевые. Очень вкусные. У нас замечательная традиция, у меня мама прекрасно готовит. Ага. И когда вот начинаются холода как раз, вот, то есть не в летний сезон, а именно осенью, зимой, она периодически начинает нас баловать именно треугольниками, бешбашмаками. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Мясо нарезали, картофель нарезали. Что дальше? Сейчас мы начинаем закладывать наш замечательный горшочек. Вначале мы кладем картошку. Угу. Тогда вот он горшочек. Давайте, раз картошка, то тогда сначала горшочек ко мне. Вы Закладываем. прям следить за мной Мы будете? будем следить. И будем Правильно смотреть, ли ты все делаешь, мы будем следить. правильно ли ты закладываешь. Все правильно пока делал? Да, да. Всё замечательно. А кроме Паши в коллективе кто-то еще готовит, нет? Паша просто, он старейшина коллектива, и поэтому мы ему больше всего доверяем. Именно это- Динозавр. Динозавр практически, да. Мы ему- тут, кстати, два динозавра. Да, мы изначально, я как руководитель, Так. а идея создания вообще пришла изначально Паше с его другом, и поэтому И поэтому мы И до сих пор поэтому почти мы- 20 лет рука об руку я идем. знаю, что он готовит, Ага. а я танцую. 20 лет Я его коллектив. сдаю каждому новому участнику коллектива, всем рассказываю, что Паша замечательно готовит, поэтому, ну а если кто-то готовит, остальные уже не хотят. Слушайте, мне такое ощущение, что мы на программе «Давай поженимся». Так, ну, понятное дело, что готовить это не самая главная ваша задача вашего коллектива, да? Но поете вы просто невероятно, вообще божественно. Поэтому можно я вас попрошу, чтобы вы еще что-нибудь спели нам? Сейчас ребята вам исполнят композицию «Былинка». Так. Это композиция в аранжировке именно бывшей участницы нашего коллектива, то есть она сама аранжировала, Гульнас Акбаровой. Я думаю, вам понравится. Я уверен, что вам понравится. Сяду я на лавку цифровой мамки, крою цифровой мамки. И пытай-ка, мамка, про мое здоровье. Пытай-ка, мамка, про мое здоровье. Отбивает горе, сёкар мой журливый, сёкар мой Так, друзья, мясо выложили, картофель выложили. Что дальше делаем? Сейчас мы берем лук, Так, морковь и перец. кому что? Кому? Паша решил у нас, что ему нравится резать морковь. Какой хитрый. Какой хитрый. Я решил, что мне нравится лук. У вас просто есть привычка Я... резать передачу. я- Я смотрела Мы смотрели предыдущую. передачу. Вы смотрели? Да. Конечно. Смотрели, Спасибо. конечно. И в каждой передаче я плачу. Потому что мне лук всегда достается. Так, здесь прозвучала такая фраза, что коллектив существует почти 20 лет. Ну, 4 декабря нам будет 20 лет. Ну год 20-го еще практически года, есть, да. да? Так. Мы готовимся к своему такому юбилею. Планируем большой концерт со своими друзьями, Так. музыкантами. Ага. Надеемся, что нас поддержат наши друзья-музыканты. Да, я об Собственные этом- программы, ну и, Вот, конечно собственные же, с программы, с какими-то... приглашенными. И будет такой небольшой сюрприз. Мы очень хотим собрать, потому что бывших авенюшек не бывает.
Бывших авенюшек. Вот. Поэтому Звучит. мы хотим собрать такой большой хор из тех, кто в свое время пел в нашем коллективе. А вот почему, кстати, сколько вообще людей прошло через ваш коллектив за эти 19 лет? Можно сказать, около 20. 15-20 15, где-то. 15-20. То есть практически получается, что вы каждый год выгоняете одного человека из вашего коллектива, берете Нет, нового. мы не Нет? выгоняем. У нас просто очень красивые девушки. Так, Они выходят замуж, ага. потом рожают детей, становятся мамами. И потом мужья их не отпускают А в наш потом коллектив. мужья не отпускают, Там потому даже что не то, помнят что опыт. мужья, мне кажется, там дети уже просто не отпускают. А откуда такое название вообще, авеню? Кто? Вот вы стоите у истоков, вдвоем, отвечайте. Было много разных вариантов. Какие варианты были, помните или нет? Звездный дождь, я помню. Но все это на английском языке было, потому что изначально как бы репертуар в основном был на Английский. на английском. Английский. Да, Так. то есть как бы не на русском, не на татарском. Ага. Это потом уже мы решили татарские песни тоже включить. Ну, понятно, подстроиться решили просто. Нет, у нас была личная просьба. Когда мы вышли в первый раз на конкурс, это было в марте месяце, ну, через 3 месяца, получается, после того, как коллектив создался, Мгм. мы завоевали гран-при Так. нашего достаточно известного республиканского фестиваля. И когда мы получали это гран-при, синтезатор огромный, большой, красивый, Вау. наш любимый Ментимир Шарипович Ага. назвал нас перекрестком тогда, я помню. Проспект. Проспект, Проспект. да. Он, где этот проспект? Нет, он Вот. сказал авеню, по-нашему проспект. Так. Да, и потом, то есть, на каком-то мероприятии он говорит, ну давайте уже что-нибудь татарское. Уже на татарском надо Да, было уже да, давайте, спеть? джаз. Как-то вот на татарском. И первая композиция Первая какая? композиция была «Кубаляк», которую вы С слышали. которой мы начинали. Да. Ну, что делаем дальше? Скажите, пожалуйста. Закладываем наш чугунок, лук. Положим. А, нет, ну лук там тогда. Да, давайте да, на давайте. ту сторону. Ага. Так. Давайте немножечко кипяточка нальем. Ага. Бульончика, в идеале. Бульон Так. говяжий. Ага. Морковь. Морковь. Так, Бежала. убежала. Что-нибудь соль, перец или что мы делаем? Я думаю, что вот перчик можно уже туда. А, что-то Так, у меня летит. душистый перец, да? Мы туда. Да. Так, так, Лаврушечку. лаврушечку. Без Черносливчик. Вот, кстати, вот некоторые готовят жаркое без чернослива. Я не Нет, понимаю этого, у если чернослива честно. есть Он- свой вкус. Конечно, он же замечательный. там... А еще когда он, понимаете, он еще разварится, он становится в 3 раза больше, чем он есть. Вот. И Самый он такой- татарский продукт. Дальше, а И это что вот у я нас думаю, лежит? что Это у нас это мы сейчас, томатная паста. секундочку. Мне кажется, Паш, давай на глаз, потому что я могу это пересолить. А, я это не умею делать. Солить Да? надо, да? Да. Солить Давайте надо. я посолю, потом, если что у нас не так пойдет, вы скажете, ну это Руслан, Давайте дилетант, на вас ответственность. дилетант, который этот, как его... А это можно пожевать, да? Это можно есть, да. Все. Булда, Паста. житте. Томатной Да. пасты тоже у нас немножечко солененькая должна быть, Да. наверное. Мы сверху сейчас водичкой зальем, чтобы она туда Пропиталась. пропиталась всё. вместе с Мне солью. даже самое конечно. интересное, вот, Получится Когда- или не получится? ну, когда говорят, что кухню любят одни руки, вот мне интересно, мне кажется, когда трое готовят, все-таки это тоже будет вкусно очень должно быть. Все сказала. Готово. Накрываем крышечкой. Накрываем крышечкой. Накрываем? Накрываем? Накрываем. 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 Масло мы когда будем добавлять? Сейчас. Открываем крышечку. Открываем крышечку. Не то. нет, не то. Все, понял. Что бы не ни то. говорили про здоровое питание, Но без сливочного масла мы Мгм. ни туды и ни сюды, да? но без Но оно же не сливочного масла. испортит. Все, Красиво? красота. Теперь мы точно это накрываем, да? Да. Отправляем в духовку на сколько? На час температура 200. Отлично. Так, Сегодня. отправляем. Так. О! Все, закрываем и прерываемся на небольшую рекламу. Жаркое в горшочке «Казань». Костырма из говядины.
Говядину и картофель нарезали средними кусочками. Лук и морковь полукольцами, болгарский перец соломкой. Горшочек слоями выложили сначала картофель, затем лук, мясо, морковь и болгарский перец. Содержимое горшочка залили небольшим количеством воды, приправили солью и перцем, добавили чернослив и лавровый лист. Сверху положили томатную пасту, сливочное масло, накрыли крышкой и отправили в духовку на 1 час. Ну что, друзья, мы вернулись. Это секреты татарской кухни. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях вокальный квинтет «Авеню», художественный руководитель Гульнара Марданова и солист Павел Логинов. Мы тут готовим жаркое, тоздырма, Да. которое называется «Казань». Мы уже его отправили в духовку. Вот. А в это время Павел нам обещал приготовить еще что-то вкусненькое, так как он спец по десертам. Да, ведь? Хорошо, давайте сегодня мы попробуем с вами сделать конвертики, которые называются конвертики экзотические. Так. Можем назвать их конвертики «Привет от Авеню», например. Ну, что-нибудь такое. Экзотические конвертики «Привет от Авеню». Так, нам нужно для этих конвертиков почистить и нарезать киви и манго. Так. Кто займется этим? Так, я беру манго. Мы уже тут распределили. Вы все поделили, ну хорошо. Да. Так, а что будете делать вы, Павел? Я на вас смотреть буду. Прекрасно. Нет, я возьму тесто. Это обычное слоеное тесто. Мы используем готовый замечательный продукт, который, кстати, спокойно можно купить в любом магазине. Да. Павел, но перед тем, как вы все-таки займетесь обычным тестом, можно я вас еще попрошу спеть, пожалуйста? Нам очень нравится, когда у нас гости поют здесь. Конечно. С удовольствием. Sei que vou chorar, a cada despedida vou chorar, mas cada volta tua despachar, com esta ausência tua eu vou chorar. Sei que vou sofrer, a terra desventura de viver, espera de viver amar o teu. Это было великолепно, просто невероятно. Спасибо огромное вообще. А как вы ищете таких талантливых людей к себе в коллектив? На самом деле мы не ищем, по большому счету. То есть как бы изначально создан был коллектив я уже говорила, на базе Казанского государственного университета. Так. В коллективе были юристы. Ага. Ну, не только. Юристы, международники, психологи, 5 человек. Ага. Вот. И при этом это в первую очередь, конечно, люди, которые не мыслят, наверное, своей жизни без музыки. И музыки именно вот такого плана, такого формата. Люди, которые слушают утром, вечером джаз. Так. И в первую очередь, конечно, вокальный квинтет «Авеню» — это люди, которые просто увлечены музыкой, которые готовы тратить в неделю свое время, несколько раз приходить на репетицию. Ага. И остаются, как правило, те, которые именно, если, конечно, не вышла замуж и так далее, вот, остаются те, которые просто любят действительно эту музыку, любят Фанаты своего фанаты дела. своего Фанаты дела, своего дела, да. да. То есть, это больше хобби, на самом деле. Так, Паш, я вот нарезал киви. Да. Теперь мы берем кокосовую стружку и отправляем мы сюда это киви и это манго. Так. Пусть они немножко у нас в стружке искупаются. Ага. И дальше мы сейчас будем делать творожный соус, для которого нам нужно натереть цедру апельсина. Я думаю, ты этим можешь заняться прекрасно. А Гульнар может смешать как раз творог жирный, сахар и 1 желток.
Так, а вот вы таким интересным способом там что-то сворачиваете? Да нет, на самом деле очень простой способ. Конвертики нужно сделать. То есть нужно сделать такую квадратную заготовочку. Так. Легким плавным движением руки мы делаем несколько надрезов. Внутренний квадратик. Да, но у нас вот Но эти вот углы остается до конца не прорезаются. Два уголочка Да, там остается. и потом мы сворачиваем эту в эту сторону, в обратную Я сторону. только хотела сказать, наверное, по геометрии была пятерка. Рамка для фотографий. Да, получается рамочка. Единственное, что вот эти части мы сейчас, когда буду укладывать в форму, мы ее смажем желточком, чтобы немножко так Приклеилось. приклеилось, конечно. Вот. Можно, Прекрасно. кстати, мне передать форму, я буду туда Да. потихонечку размещать. Спасибо. Ну, у меня уже готова, в принципе, основа для наших конвертиков. А у нас начинки готовы. Тогда мы можем начинать собирать их. Давайте. Так, давайте. Переходим сюда, берем ложечку. Ложечку. Так, Это ложечку. конвейер, Конвейер, можно конвейер. И, значит, в каждый центр мы накладываем чуть-чуть крем. Да? Да? Шеф-повару. Да. Шеф-повару. Все очень просто. Делаем так. Раз. Нам надо показать, а мы дальше уже там справимся, если нужно будет. Вам образец дать. Да, конечно. Хорошо. Так, мы вот делаем вот так вот. Ага. Потом мы начинаем укладывать наши фруктики. Берем киви, Мгм. берем листочек манго, берем опять киви. В общем-то, как-то А так уж это после должно манго. выглядеть. Так. Вообще, конечно, если не брать киви и манго, то это могут быть любые фрукты. Там, груша, Груша. например, яблоко. Можно какие-нибудь ягоды лесные, тоже очень хорошо будет. Даже смородина, малина. Ну что, сейчас мы это поставим в духовку. Это быстро приготовится, и мы уже будем все пробовать. Давайте. Замечательно. Экзотические конвертики «Привет от Авеню». Киви и манго очистили от кожуры, нарезали на тонкие пластины и обваляли в кокосовой стружке. Пачку творога смешали с одним желтком, сахарным песком и апельсиновой цедрой. Готовое слоеное тесто раскатали в пласт, нарезали на небольшие квадратики, из которых сформировали своеобразные конвертики. В середину каждого конвертика поместили творожную начинку, сверху выложили нарезанные фрукты, края конвертиков смазали яичным желтком и отправили в духовку на 15-20 минут. Ну что, дорогие друзья, мы все приготовили. Мы молодцы. Давайте уже пробовать все. Так, начнем с жаркого. С картошечкой совсем. Жалко, что телевидение не передает запах. Это да, это да. Но тогда бы они еще больше нам завидовали, понимаете? Ну это невероятно вкусно. Очень нежное мясо. По-моему, нам удалось. Нам очень даже удалось на самом-то деле. И мы переживали, досолили мы его или нет. Мы все сделали, мне кажется. Трио состоялось. Да. Жаркое у нас получилось вкусное, но вот глядя на это, ну кто скажет, что это может быть невкусно? Ну, скажите. Это же Только попробуйте. Это же только попробуйте. Молчу. Давайте пробовать уже на самом-то деле. Так. Ну-ка. Ох. Ну прям экзотический привет от Авеню. Ну-ка. Ну тут все в тему, понимаете? Вот все. И тесто, и творожная наша масса, и наши экзотические фрукты. Но мне кажется, здесь совпало все. Друзья, а можно пригласить всех остальных участников тоже нашего квинтета, попросить вас спеть, чтобы у наших зрителей была такая прекрасная возможность еще раз насладиться вашими прекрасными голосами. Я думаю, не будет проблем. Они с удовольствием. Bésame, bésame mucho, para fa fa, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, para y tengo miedo perderte, perderte después. Спасибо, друзья, огромное. Ну что ж,
Дамы и господа, это были секреты татарской кухни. Смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Сау болыңыз. До свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube.